Продолжая тему, в Коми в грядущей оздоровительной кампании планируется охватить около 35 тысяч детей. Она стартует уже 1 июня. Детей будут принимать на отдых более 400 учреждений. Это лагеря труда и отдыха, стационарные здравницы и лагеря с дневным пребыванием. Подготовку сезона обсудили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Наш акцент сделан на Черноморское и Азовское побережье. Мы будем разыгрывать и предлагать покупать места в таких лагерях, как Приморский, Спутник, это Ростовская область, и Алькадар, это Крым. А, конечно, также Черноморская зорька, которая всегда пользуется популярностью у наших детей. Бесплатные путевки на отдых предоставят одаренным детям, а также тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и находящимся под опекой. Кроме того, увеличилась дневная компенсация за путевки для разных категорий. Вопрос организации летнего отдыха детей обсудили и в Москве. Встречу с представителями Министерства экономики, финансов, Минпросвещения и Роспотребнадзора организовала депутат Госдумы Ольга Савастьянова. Главный вопрос – увеличение расходов, а соответственно необходимость дополнительного финансирования на подготовку лагерей в рамках ограничений по ковиду. Кроме того, удалось договориться по некоторым важным направлениям. Мы с вами знаем, если есть ограничения, то лагерь может либо не открыться, либо он откроется в половинном составе, как это было раньше. Разговор был непростой. И дискуссия была непростая, но в результате этого обсуждения мы вышли на ряд решений. Сегодня они уже оформлены соответствующим документом. Для нас это очень важное решение для нашей Северной Республики, что лагерь может быть по наполняемости до 75%. Для нас очень важно, что можно выезжать в другие регионы. Для нас очень важно, что могут открываться не только стационарные лагеря, но и лагеря и палаточные, то есть те, кто занимается туризмом. После первой смены будут проанализирован отдых, и в случае необходимости будут вноситься некоторые поправки к требованиям.